Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! С вами передача «Якутия в мире». И мы продолжаем знакомиться с делегатами первого форума соотечественников якутян, который прошел в Якутске. И сегодня у нас в гостях замечательные гости из Монголии. Розалия Ивановна Антонова, председатель Саха диаспоры в Монголии, и ее сын Дуламжав Тимулен Алгаевич. Добрый день! Добрый день. Добрый день. Меня зовут Антонова Розалия Ивановна. Я чистая якутка. Родилась в Верхневилюйске. Мне 72 года. А выросла я в Нюрбинском Улусе. В 68 году окончила среднюю школу. Тогда по комсомольской путевке все работали в совхозах. И я тоже работала телятницей. И потом поехала поступать в Московский госпединститут имени Ленина. Это единственный ведущий институт был педагогический, где учатся 5 лет. И, в общем, там я проучилась. Сдавала экзамен вступительный наравне с москвичами. И, в общем, мне удалось поступить. Вот. И там я проучилась. И на 3-м курсе, когда была, приехала в наш институт группа монголов. И, в общем, я там познакомилась со своим будущим мужем, Дуламжав Алга. Он такой обрусевший монгол, можно сказать, потому что в детстве он учился в балетном училище Вагановой в Ленинграде. И потом продолжил обучение в школе, это российской школе в Монголии. Конечно, это для мамы было это большой удар. Она проплакала, наверное, несколько ведер слез, потому что говорила, куда ты собралась, там живут люди в таких палаточном доме. Ну, в смысле юрта она имела в виду. И даже она сказала, что вот приедет твой муж и тебя поменяет на 10 баранов. На что это мой муж сказал, почему так дешево оценила маму, мол, да, и так далее. Мы окончили, и он был на 2 курса младше меня, поэтому я там год проработала в пединституте на кафедре русского языка лаборанткой. Ну, это институт пошел ко мне навстречу. И в 1976 году мы поехали в Монголию. А в 1973 году у нас сын родился. Он родился в Москве, на Калининском проспекте. Там есть знаменитый родильный дом имени Грайермана. Я проработала на Монгольском государственном университете. Это, единственный университет тогда был в Монголии на кафедре русского языка 25 лет. Но считаюсь автором нескольких учебников. Первого учебника для будущих юристов и не филологов, да, по которым учились 16 вузов, там частных и так далее. Старшим преподавателем я работала, и мне дали работать до 61 года, как российской гражданке. До сих пор я гражданка России, и мой сын тоже имеет паспорт российский. Там у монголов не принято иметь 2 гражданства, поэтому мы, в общем, верны своей родине, до сих пор сохраняем свое гражданство. Как я, в общем, воспитала сына так, что он, свободно, без акцента говорит на якутском. Дело в том, что мы, когда он был маленький, мы часто приезжали к маме, я единственная дочь своей мамы, и на сенокос мы обязательно приезжали. И даже он 3 года или 4 годика, он даже это перезимовал у бабушки, поэтому он научился якутскому языку. Вначале для него это тоже было сложно, потому что он не знал, что такое монгольский язык, не знал, что такое русский язык, считал себя вроде русским, поскольку это по-русски говорил, а потом ходил это в советскую школу, да. И он сам научился монгольскому языку во дворе, играя с детьми монгольскими. И когда вот в 3 годика мы приехали в Малакай, это Нюрбинский улус, да, он вышел и с якутскими детьми стал говорить на монгольском.
И зашел такой весь ошарашенный, говорит, почему они меня не понимают? Это на каком языке с ними разговариваю? Говорит, я разговариваю на детском языке. И, конечно, он же не отличал монголы, якуты, они же одинаковые, но внешне. И первое слово, предложение, которому он научился, там «атынкими», в общем, ко всем приставал «атынкими». Ну и вот так научился. Ты о себе расскажи. Да, расскажите, пожалуйста, о себе. Получается, вы каждое лето практически приезжали? Да, приезжали, и там, в городе, здесь-то можно было еще на русском разговаривать, но там в деревне, которые не знают почти никто русский язык, это там в своей среде, там живешь с друзьями, тут бегаешь, катаешься, все на чисто якутском разговаривают, поэтому я вынужден был просто выучить и говорить на якутском языке. Это хорошо для меня, потому что иногда мы в семье-то, когда от папы секретничаем, мы с мамой на якутском языке разговариваем. Да. А как вообще, допустим, вы каждое лето, приезжали на малую родину мамы, и у вас появились там друзья. Общаетесь ли вы с ними, поддерживаете ли связь? Или в основном сейчас это больше родственные связи? Здесь якутов родственные связи очень такие плотные. Не так, как в Монголии. Монголия там сестры, братья, Вот здесь у нас, у мамы в Якутии, двоюродные, троюродные, они все друг друга знают, все друг к другу ходят. А если в Монголии там троюродные, они уже, в год один раз они встречаются обязательно. На белый месяц, праздник белого месяца, это, по лунному календарю, это Новый год, Там все родственники встречаются. А так, нет, не очень они общаются, двоюродные могут еще, но чтобы троюродные и там еще дальше так не общаются. А есть ли у вас самого дети, и как вы рассказываете про Якутию? Может быть, привозили их уже сюда? С детьми мы на машине уже второй раз приезжаем. 6 лет назад мы приезжали, тогда совсем маленькие были. Конечно, им было интересно, но они все забыли. Старший сын тоже сейчас только помнит, что он был на льду, это Булускагидёп, и в этот царство вечной мерзлоты. Там тоже, поэтому он эти две вещи не забыл, а остальное, как мы ехали на машине, то все это он все забыл, к сожалению. И сейчас на второй поездке они уже 11 и 10 лет, поэтому я думаю, что они запомнятся хорошо. Здорово. Очень яркие впечатления, наверное, у них. Побывали и на Исехе, и на форуме, наверное, да? Да, были на Исехе, там у нас юрту ставили монгольскую. Потом, грандиозный вообще праздник, очень такое массовое гуляние, очень народ такой, очень сплоченный, видно, что это все втянуты в этот праздник. И с каждым годом, я сколько уже, 3-й или 4-й раз СС, Туймады смотрю, Усхатанга. И с каждым разом я замечаю, что все больше народа и все больше программа большая становится, Потом ночью мы до рассвета тоже были, рассвет встречали, всем классно. Про форум, мама, расскажи про форум. Благодаря моей подруге по Фейсбуку, Вера Соловьева, она ученый, которая работала в Вашингтоне, сейчас в Нью-Йорке живет, еще Куней Таканой, это мои фейсбуковские друзья. И мы составили всю программу работы. И там, в общем, несколько секций, по-моему, было. Там народная дипломатия, И народная дипломатия, это моя тоже фейсбуковская подруга Кюрегей из Исландии. Она очень хотела приехать, но она совсем недавно проболела ковидом, потом ей 85 лет уже, и дети ее не отпустили. В общем, она так хотела, она говорит, «Дойдум таптала, девербарех под нога вагаравн». И это столько слез проплакала, но не смогла приехать. Но она онлайн тоже участвовала, Это был первый форум соотечественников, земляков, якутов, которые живут за границей. Я считаю, что этот форум прошел на высоком профессиональном уровне, очень хорошо организовал Министерство внешних связей, и нас очень хорошо встретили. Я очень довольна этой работой и считаю, что он даст свои плоды, потому что приехало очень много молодых. Я готовила доклад
как учить родной язык в неязыковой среде. Ну, своими словами рассказала. И я считаю, что живя, родясь, да, в Якутске, не знать родного языка, это просто настолько абсурдно и настолько непонятно для меня, потому что якут, который не знает своего языка, он уже не якут, я считаю лично, да. Почему? Язык – это первое, что связывает и дает понятие о своей национальной принадлежности, о принадлежности к своей родине, да? Если я не знаю этого языка, живя в языковой среде, родясь здесь, это я считаю, что вообще, не знаю, для меня это непонятно, да? Мой сын, почему он вот не забывает языка, я тоже поддерживаю. Мы иногда разговариваем, так часто он часто смотрит по Фейсбуку эти программы, да, про Якутию, на якутском тоже читает, и он считает себя, хотя отец монгол, он считает себя якутом, сахавындир. В любом ребенке, да, генетически заложен интерес к языку и способность к родному языку. А вот развивать его или нет, это чисто зависит от родителей. Поэтому, да, вот, ну, мол, это здесь все на русском, детский саду говорят на русском, учатся на русском, поэтому якутского не знает. Это такое, ну, по воде писанное оправдание, я считаю, да, потому что, ну, невозможно это, ну, как объяснить людям, что человек, не знающий своего родного языка, он уже может сказать, что не принадлежит к этой национальности. Я, например, живу за границей, да, вот многие говорят, вон, уехали за границей, они живут, предали родину, а в самом деле, кто за границей живет, за рубежом, да, далеко от родины, у них более острое чувство родины и патриотизма, и они более широко рассказывают о Якутии, знакомят больше людей с своей родиной, да. Например, я преподавала русский язык, а там не только монголам, там ребята были из Тибета, из Японии, из Камбоджи, из Вьетнама, из Лаоса. И они у меня узнавали, что такое Якутия, что есть такая огромная территория, да, наших. И они удивлялись, в общем, что здесь там амплитуда, это изменение температуры 100 градусов, что живут такие мужественные люди. Они все говорили, ой, наши преподаватели, мы же знаем, кто такие якуты и какие они люди, да, вот через меня. И вот о Сахадиаспоре, я же председатель Сахадиаспоры, да, и когда я приехала в 1976 году, это 46 лет назад, в Монголию, я собирала очень много своих землячек, так, мы собирали встречи, землячество устраивали, тогда нас было больше, а мы 5 лет назад проводили ЭСЭХ, первый ЭСЭХ, и вот Павлов Александр, да, Кириллович, он поставил нам серьги, и мы там, это вот такое сейчас священное место, живописной местности Терельч. Это очень самая, ну, популярная местность Монголии. И сейчас это как бы кусочек нашей большой родины Монголии, да? Вот так. Насчет вот характера, да, менталитета якутов и монголов, да, это совершенно разные люди. Ну, 18 лет я уехала, да, там 5 лет я проучилась, год работала, и уже 46 лет я в Монголии. В каждой семье монгольской 1-2 человека обязательно, или дети, или кто работает за границей, и они содержат своих пожилых родителей. Забота о родителях, да, о пожилых людях, это очень, как сказать, высоко поставлено, что ли, да. Они очень уважают. Вот нигде в автобусе, да, все уступают. Пожилым людям совсем по-другому относятся, да. А у якутов чувство локтя
И вот чувство родственности, вот мой сын тоже говорил, да, более развито, чем у монголов, да. Монгол вот может квартиру продать, поехать, подзаработать, заново все купить, более, комфортной жизни хочет, да. Никакой русский, никакой якут свой дом или квартиру не продаст, чтобы поехать совсем незнакомой страной и там зарабатывать, да. В этом отношении. Народ наш, да, вот якутский, он более спокойный, чем монголы. Хотя монголы спокойные, но они более такие эмоционально спокойные, но более импульсивные, наши монголы. А якуты, они спокойные, не спеша, но они свое дело знают и хорошо делают. И мне вот во время сыха очень удивило вот такое. Столько машин, но нигде нет затора, все знают, где по порядку там располагаются, никто ни с кем не ссорится, да, а у монголов не так. Монголы, да, вот ездят, даже по городу ездят, как по степи на лошадях скачут. И, в общем, в Монголии жить можно. У меня много очень друзей, которые окончили именно в Советском Союзе или за рубежом. Они очень такие культурные, воспитанные. Мы с ними дружим уже, с некоторыми полвека дружим. И мы общаемся, встречаемся по праздникам, да. А в Якутии я приехала, у меня приглашений столько, да, от друзей, от одноклассников. И у меня целый список, да, куда я пойду. У меня времени график. Нету. Ага. Чувство Родины – это совершенно иное чувство, конечно. Все говорят, что я воспитала достойного, хорошего сына, и я рада слышать такие, в общем, оценки, конечно. Он, когда там анкету дает, он родным языком считает 3 языка – монгольский, якутский, русский, да, и он окончил японоведческое отделение Института международных отношений в нашем университете. Когда наши приезжают в Монголию, Улан-Батор, когда он говорит чисто по-якутски, они так удивляются. Я говорю, почему вы удивляетесь? Это же отпрыск якутского народа, он должен знать свой язык. Но наши не говорят на якутском. Я говорю, это ваше упущение, я говорю. В общем, так, да? Я зарядилась энергией такой родной. Мне еще на 5 лет хватит, но мне 72 года, приеду еще и нет, я не знаю. Это состояние здоровья решит, но, наверное, приеду, потому что Кюриге же 83 года тоже хочет. Она приезжала 5 лет назад, по-моему, да. Мы с ней большие подруги, и, в общем, общаемся. Она мне все свои пишет тревоги, свои волнения. И тот самый «Балтым ота дехтер мегине, катоку дире, чайбае, нага учугай олах». Ой, какая она талантливая, до сих пор рисует. Вот она балаган даже построила, там все якутская утварь. Когда мы переписываемся по Фейсбуку, она только по-якутски принципиально говорит. Наши форумчане все, вот представляете, приехали из Западной Африки, приехали из Сербии, приехали из Германии. Я считаю, вот кто живет за границей, они даже более патриоты, чем спокойно живущие здесь, да, потому что свою миссию, вот именно ознакомление с Родиной и так далее, культурой, мероприятия ведут о Якутии, фильмы показывают, выставки затевают, в общем, они в круговороте этих событий как бы побольше людей узнали о нашей стране и так далее. Я люблю свою родину, я верна ей, хотя живу далеко уже 46 лет за границей, да. Спасибо большое. Можете сказать несколько слов пожеланий нашим слушателям? Я своим, слушателям радио желаю всем здоровья, конечно. Учите своих детей родному языку, потому что это очень важно. А человек, который говорит, думает на родном языке и общается, монголы говорят, если у тебя есть язык, у тебя человек, владеющий языком,
у него лишняя нога вырастает, они говорят. Хильте хун хульте. Это, то есть, если человек с языком, это значит с ногами человек, говорят, да? Вот. Я очень рада, что я приехала. И вот я горда, что моя республика, да, вот, это является зачинателем таких международных огромных событий и живет динамично, интересно, широко, открывая свои руки дружелюбия всем национальностям мира. Так что процветание нашей многонациональной республики, всем здоровья, благополучия, исполнения всех желаний. Горячо вас любящая ваша землячка из Монголии, Розалия Ивановна. Барыстячилерге анбастан үчүгей доробияны, терехине олоғу, Ухуну ені бағарабын, он эти хахабыт түрітін, хахабыт абычайын, хахабытын бит умнуварың ден этехпін бағарабын. Ну, уважаемые слушатели, бары здоровье болу, жоллох болуң, жа ичуй байды бағыба. Розалия Ивановна, Тимулен Алгаевич, спасибо большое, что приняли участие в нашей передаче и рассказали нам о себе, о своем визите в Якутию. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях была Розалия Ивановна Антонова, председатель Саха-диаспоры в Монголии, и ее сын Дуламжав Тимулен Алгаевич. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и Савина Данилова. Берегите друг друга и до новых встреч! Якутия – это земля, которая навсегда оставляет в жизни и памяти людей свой неизгладимый след, особые чувства. Для кого-то это повод для гордости, что этот край навсегда остался в их сердце родиной. Другим, что они смогли прикоснуться к его истории, самобытности и красоте. Желаем героям нашей передачи добрых дорог, которые приведут их к успеху, энергии, оптимизма и счастья.